Мы снова приветствуем вас в программе «Бегун». Сегодня это вечерний прайм-тайм информационный эфир телеканала АТР. И третья часть нашей сегодняшней программы. У нас в гостях два очень интересных собеседника. Это советник главы СБУ Юрий Тандит. Добрый вечер. Вітаю вас. И губернатор Херсонской области Андрей Гордеев. Доброго вечора. Почнемо тоді з ситуації у Херсонській області. Прифронтова, можна сказати, хоч фронту дай там... Бог, не приокуповані території. Приокупована територія. Як зараз справи на кордоні саме? Чи проникають якісь ДРГ, чи були намагання? От регіон відчуває, що поруч окупована територія? Ну, ви знаєте, я спершу хотів би в іншу площину сказати, ДРГ там і так далі. Це такі речі, які, напевне, збурюють і увагу всіх, і в суспільстві, і так далі. Херсонщина – це територія безпеки і миру. От я би почав би з цього. І на будь-які провокації, чи готова Херсонщина до них? Так, ми готові до цих провокацій. У нас достатній рівень і військовослужбовців, і Збройних сил, і, знаєте, як мені один сказав навіть військовий, так, в приватній бесіді, у випадку чогось, то Крим стане не півостровом, а островом, причому маленьким, да, і так далі. На рахунок того, що Херсонщина – це територія безпеки і миру, то це правда. І сьогодні наше завдання, як влади, це організувати співіснування мирного процесу, співіснування процесу розвитку території цієї і наявність саме тих безпекових ресурсів, які необхідні для цього існування, враховуючи те, що це є територія при окупованому Криму, при як стане островом? Ви готові? Я не готовий, як би сказати, як там технічні військові можливості наших Збройних сил України, але я, знаєте, от хотів би сказати, зараз як у нас довіра найвища до Збройних сил і до церкви. От я хотів би сказати, що у нас є довіра до наших Збройних сил України, причому як і у влади, так і у наших громадян. Відповідно, ми їм довіряємо, і є речі, яких ми не маємо публікувати. Да. А сьогодні у нас з вами унікальна можливість – це сформувати дійсно сталий розвиток цього Херсонщини як регіону і в той же час забезпечувати безпеку на цій території. Недавно открыли вышку на самой административной границе. Вы там были, да? Ну, як ви, під час відкриття, звісно. Ми цим займаємося ще з травня минулого року. Це завдання президента України. І коли він дізнався про те, що у нас, наприклад, 1/3 Херсонської області взагалі без українського контенту, це якраз південні райони, і в цей вакуум інформаційний якраз туди постачається російський контент, там, «Звізда» там, і так далі. І тому його було перше завдання для мене, як голови адміністрації, що має бути забезпечена Херсонщина українським контентом, і саме головне, ми маємо свій контент передавати на окуповану територію. Проводили якісь заміри, наскільки високий рівень сепаратистських настроїв у регіоні? Ви знаєте, заміри, такі речі, от нас завжди є соціологічні опитування, ФСБшні такі процеси, там вони, чого тут скривати, намагаються там певні розказувати про те, що в нас там ватний регіон, там, що ми там, я не знаю, проросійськи налаштована Херсонщина. Я вам скажу так, ми провели загони оборони, ми організували територіальну оборону на Херсонщині. З кожного населеного пункту представлені резервісти в цих загонах оборони. І коли ми проводимо з ними навчання, це, наприклад, 2 райони збираємо, це там близько 600, 700 осіб одночасно. І от коли ти їм кажеш «тихо, слава Україні», а у відповідь тобі рокотом «Героям слава». От це відповідь на ці всі соціологічні там, і так далі, там навіювання, що в нас є вата, що в нас є те. Але я була у Херсонській області, я спілкувалася з місцевим населенням, там є такі настрої. От чи є у вас цифри? Які вони? Дивіться, немає настроїв, є можливе бачення деяких, але на сьогоднішній день, от я завжди кажу, 1% активного населення формує бачення в 99%. У нас це не 1%, у нас це, наприклад, відсотків, це більше половини. І коли стояло питання Росія чи Україна, це можна було відчути, це були березневі дні, це якраз рівно 3 роки тому назад. Це коли за те, щоб Херсонщина була в складі України, виходило 5 тисяч людей.
приїжджі з Миколаєва, з Одеси, там гастролювали, з Запоріжжя, з Запоріжжя, вони приїжджали там з якимись там своїми держаками, це все просто розверталися і виїжджали. Все. Немає в нас таких настроїв. У нас є невдоволення, наприклад, там тарифною політикою там уряду. Да? Ну це зрозуміло. Це кому подобається, коли в кишеню до українця там залазить там та чи інша політика. Але в нас немає настрою там за Росію. У нас є настрій тільки виключно за Україну. Це позиція голови облдержадміністрації. Це позиція, не тільки я там проживаю. Ну, я була там також, я чула це. Я щодня, я був одним із перших волонтерів, які стояли на передовій і так далі. До речі, у Айдера є приклад. Да, у меня есть пример того, я не буду говорить о настроениях, я уверен, что там есть разные люди, и действительно активных людей Різні достаточно. люди є, Да. але ж ми ж кажемо про настрої. Настрої – це якраз те, що відповідає масовим настроям, да? Це настрій. А в нас є деякі екземпляри, ну що ти з ними Ну, зробиш? я вот о чем хочу сказать, и точнее спросить и у вас, Андрей, и у Юрия тоже, потому что это касается СБУ тоже. Неоднократно, вот с начала блокады, были такие акции, которые действительно не массовые, там не было ничего такого супермассового, но в Геническе ночью появлялись надписи против крымских татар. Значит, были такие вещи, которые явно сформированы не в Херсонской области. И мы даже, вот как крымские татары, мы понимаем, кем. Есть бывший глава Генического района, Сейтумир Нимитулаев, который бежал в Крым. Он бывший член партии регионов. Понятно, что за человек. Сейчас он там на ФСБ работает и изображает из себя общественность. Вот. Но это было бы еще полбеды, но дело в том, что у него очень много осталось связей на самом перешейке и в Геническом районе. И связи разные. И я уверен, что и коррупционные связи, и старые друзья, бывшие назначенцы. Ну, там, это же регион на самом деле очень такой, ну, консервативный, сельский достаточно. Да? Все друг друга знают, и кто-то кого-то когда-то назначал. И, кроме того, вот у меня есть карта такая, к сожалению, она не в цвете, ее очень плохо видно. Но вот все, что светлое, вот это самый перешеек, это Чонгар. И вот все участки, которые светлым цветом здесь обозначены, да, это участки, которые так или иначе через подставных лиц принадлежат до сих пор, 3 года спустя после победы революции и достоинства, принадлежат этому самому человеку, фактически человеку, управляемому ФСБ, Нимитулаеву. И ничего не сдвигается с мертвой точки, не идут расследования. И непонятно, это же прямое влияние и на местную власть может быть, и на местных предпринимателей, и говорят, что он там крышует бизнес, и все такое прочее. Что вы на это скажете? Знаете ли вы об этом? И что с этим делать? И к вам вопрос. Ну, я думаю, тут питання якраз дійсно і до мене, і до радника Служби безпеки України. Але що стосується моєї частини цього питання, я скажу так. Наразі закінчуються судові процеси щодо якраз певних об'єктів, які тим чи іншим способом асоціюються з цим прізвищем, яке ви сказали. Я не можу наперед забігати, яке буде судове рішення, так? В той же час є судові рішення, які пройшли першу інстанцію, перейшли в другу інстанцію там, і так далі. І там прокуратура вступила в справу на стороні держави, і я думаю, що закон України, він один для всіх, і він, відповідно, судові рішення будуть законними і справедливими в цьому випадку. Що стосується, наприклад, якихось певних там земельних ділянок, хто їх там обробляє там, і так далі, то це питання має встановити правоохоронні органи, і якщо дійсно підтвердиться, що ними дійсно зараз на сьогоднішній день афілійовано, чи там через підставних осіб і так далі, дійсно оперує і надалі ця особа, то це має бути, на мій погляд, вжиті кардинальні заходи і так далі. Пане Юрію, нотує. От мені здається, що нотує прізвище. Чи карту? Вы знаете, в ближайшее время мы сможем дать ответ. Я попрошу вас. Да, я передам вам карту, другие документы. Другие документы. Да. Могу сказать вам, что для нас Херсонщина – это очень важный регион. Мы понимаем, как и вы, как Андрей Анатольевич, насколько близок этот регион к территории аннексированного Крыма. Мы ездили как раз в регион, и был там Василий Сергеевич Грицак. Как раз мы видели, как готовилась эта вышка, которую, кстати, построили не за счет бюджетных денег. Да, за рахунок инвесторских. Да, вы привлекали инвесторов. И спасибо им большое, то, что они идут навстречу. Могу сказать, что несколько месяцев назад был назначен новый начальник управления
это человек, который со мной был в зоне АТО, он воевал, настоящий боевой офицер. Однозначно те вопросы, которые вы подняли, будем выяснять, я скажу или передам вам информацию, что непосредственно по этому имени, как идут дела. Ну, просто, Юрий, без СБУ тут никак, потому что это действительно вопрос губернатора. Во всяком случае, могу сказать, что Херсон для нас один из приоритетных регионов по нашему непосредственно направлению работы, контрразведка и другие направления нашей подследственности. Мы понимаем, насколько там все может поменяться. Более того, вы помните о том, что Херсон был одним из городов, где пытались создать фейковую Херсонскую Народную Республику. К счастью, местные жители и Служба безопасности Украины сработала четко, и мы в зародыше ее фактически ликвидировали. Не готов сейчас говорить непосредственно по этому имени, я, конечно, посмотрю, что у нас есть. Я гарантирую, що, звісно, вам передам інформацію, дам відповідь. Знаю, що, пане Андрію, вам треба вже бігти, у вас зустріч, але наостанок на хвилинку хочу вас запитати щодо ситуації в Генічеську. Нагадаю, що це місто, в якому, от ви можете це пригадати, мер міста, начебто, за інформацією російських пропагандистів, телефонував особисто Путіну, і особисто Путін через цей дзвінок дозволив йому подачу газу в цей регіон. Але цьогоріч також була ця проблема. Вона не вирішилась. Спроба була. Але проблема була. Точно кілька днів місто було без газу. Чи вирішується це? Чи наступної зими також ждати загострення? Ну, дивіться, перше, на рахунок газифікації, да, те, що йде фейкове, певне там розкручування, там, дзвонив комусь мер чи не зателефонував, там, і так далі, це питання якраз більше до засобів масової інформації по розкрутці цього питання. Сам мер від цього відхрещувався і казав, що цього не було. Що стосується безпосередньо газопостачання Генічеського району, то на сьогоднішній день ми з травня минулого року, завдяки, я хотів би, до речі, сказати, дякую велике уряду України, нашим парламентарям, які там тоді так само підтримували нас, ми змогли в короткий термін перевести всі соціальні об'єкти на котли твердого опалення. Це не значить, що ми їх просто відрізали від газу. Просто часи навантаження, а проблема якраз з газопостачанням, що коли є тиждень, там 2-3 тижні мінусова температура, глибока мінусова температура, то, відповідно, є завищене споживання газу, і баланс цієї там скважини, яка є, вона не вистачає, щоб давати цей газ. Ну, максимум ця скважина може давати там 70 тисяч кубометрів на добу. Але баланс, коли нам треба максимально, це буває, досягає там і 100 тисяч кубометрів на добу. В зв'язку з цим ми зробили такий план заходів, відключень там і так далі, але ми його не застосували в цьому році, цю зиму. Ми перевели всі соціальні об'єкти якраз на споживання на тверде паливо. І дійсно ми застосували це двічі, цей механізм, коли у нас були такі піки навантаження, ми переводили ці котли спеціально, це спокійно, собі в спокійному режимі, ми їх переводили на тверде опалення на котлиці, і при цьому зменшували так само відповідно навантаження на газ. Зрозуміло, що якби протрималося ще трохи більше, то цього нам недостатньо ресурсу і механізму. Тому сьогодні за безпосередньо дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і за безпосередньо керівництва цим процесом Кістіона, віце-прем'єр-міністра, ми сьогодні розробляємо проєкт газопроводу, саме з'єднати українську ГТС з Генічеською ГТС, і згідно цим 90 кілометрів буде газопровід. Зараз вже відбувається проектування цього газопроводу. Аби не залежати від сховища, яке захопила Росія. Так. Ми хочемо повністю але 3 роки пройшло, але на 4-й ми... Я працюю з минулого травня. Ми за це взялися. І попередники, як завжди, цю зиму ми відпрацювали. Ви знаєте, всі ж чесно, всі сподівалися, що... Я пам'ятаю, для мене, знаєте, це якесь, до сих пір не може в голові вкластися, як можна чужу територію, чужої країни прийти і окупувати. Для мене це, до цього не готуєшся, так? І, відповідно, навіть сам шок, це який був у наших співгромадян і, відповідно, державних органів, він так само має певний час на інерцію. Тому я впевнений, що в цьому році ми працюємо, і якраз Генічеська ГТС буде запитана, якби з'єднана з українською ГТС, і там буде, наприклад, і цікаво для інвесторів, і збільшити добичу, і так далі. Тому що фейкових дзвінків Путіну більше не буде. Саме головне, ми зможемо газифікувати максимально Генічеський район. Ми перевіримо наступної зими. Дякуємо вам. Андрій Гордієв, голова Херсонської облдержадміністрації. Ще раз дякуємо. Дякуємо вам.
У нас на зв'язку по скайпу заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, которому сегодня российские оккупационные власти, точнее силовые структуры этих властей, предъявили обвинение, о чем и что там содержится. Сейчас сам Ильми Ага расскажет нам по скайпу. Селям алейкум, Ильми Ага, слышите ли вы нас? Алейкум салям, я слышу, да, хорошо. Расскажите, пожалуйста, что содержится в том обвинительном заключении, которое вам сегодня предъявили в российской прокуратуре, насколько я понимаю? Ну, вообще уголовное дело было возбуждено еще 12 мая. С тех пор продолжалось следствие. В рамках следствия проводилось несколько экспертиз, в том числе лингвистическая экспертиза, которая якобы доказала, что в одном из выступлений по АТР, в одной из интервью я публично призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Ничего нового в этом обвинительном заключении нету. Просто это очередной шаг в развитии этого уголовного дела. Закончено следствие, материалы передали в прокуратуру. Прокуратура подготовила обвинительное заключение. Теперь это должны передать в суд. Ильми Ага, скажите, пожалуйста, в обвинительном заключении есть прокуратура российская, требует какое-то наказание вам? Нет, это будет уже в суде. Прокурор, который будет представлять обвинение, будет просить суд о каком-то наказании. А какое по этой статье наказание? По статье, которую вам вменяют за призывы к нарушению территориальной целостности России, сколько там может быть? Ну, там до 5 лет. До 5 лет. И какие сроки обозначены рассмотрения, ну теперь уже, да, раз они заключение вам дали на ознакомление, когда будет так называемый суд по вашему делу? Ну, прокурор, который вручил мне сегодня копию этого обвинительного заключения, сказал, что суд будет в Бахчисарае, когда еще не решено. Мы будем сообщать. Ну, Чок Саголован, Ильми Ага, спасибо, что были с нами на связи. Мы тоже будем внимательно следить за тем, как российские власти преследуют заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Ну, это мое мнение, настоящего героя, человека, который не сдался и не уехал из Крыма, и сейчас является объектом репрессий со стороны оккупационных властей. Вот Юрий Тандит у нас в гостях, советник главы СБУ. І от таким місточком перейдемо до ситуації. Могу я кое-что сказать? по Так, этому поводу? звісно. Можете, мы хотим спросить вас. Ну, вы знаете, для меня Крым — это часть моей жизни. Я очень люблю Крым. И с детства я там был много раз. И то, что сейчас происходит, есть циничным, скажем так, издевательством над украинским народом. И мы считаем всех граждан или жителей Украины нашей частицей. Особенно этот народ, который является действительно, скажем так, аборигеном, да, и тем, кто представлял всегда Крым как титульный народ. Коренной народ Украины, да? Да. Крым. Именно крымский титульный народ, коренной народ. Могу сказать, что эти фейковые суды, они мне напоминают то, что сейчас происходит, опять же, на территории Российской Федерации, когда судили наших героев, Колю Карпюка, о котором мы с тобой вспоминали в эфире, или Клыха. Могу сказать, что создается фейковое дело. В данном случае очевидно, что Ильми призывал людей или говорил о том, что Крым — это часть Украины, и он не ошибался. Его единственное преступление в том, что он есть патриотом Украины. А, скажем так, российские спецслужбы или их дознавательные органы, они его судят за то, что он якобы выступает против там, целостности России. Крым не есть Россия. Крым — это аннексированная территория. Понятно, что будут пытаться после суда или решением суда дать какой-то срок, чтобы, опять же, оправдать это следствие, которое проходит. Некоторых людей, опять же, запугивать этим. Но самое главное — вводить в нас в эти контрпресуппозиции для того, чтобы мы потом объяснялись. Так же, как и по ребятам, которых судили в России, когда им дали страшные сроки, там 20 лет.
И теперь нас выводят на их информационный стол, говорят, вот давайте теперь рассуждать, много им дали или немного. Вообще фейковые суды. Не имеют никакого значения к событиям, которые там происходят. Сидять. Давайте перейдемо до окупованого Криму. Там днями побували ватажки так званих народних республік Донецької та Луганської, Плотницьке та Захарченко. Давайте подивимось, як це було. Крым, Россия, навсегда! Крым, Россия, навсегда! 'Донбасс всегда был с Россией. И это неотъемлемая часть русского мира. Если рассуждать так, что Луганск или Донбасс – это Украина, и Украина – это тоже Россия, потому что мы были все вместе. Праздником! Праздником! «363 года назад они смогли это сделать. Они взяли и объединились. Только в единстве сила. Вы знаете, мне очень приятно находиться на той земле, на которой в 2014 году начался процесс объединения Руси. Вы сказали первое: хватит. Хватит издеваться, хватит всем нашим врагам мучить наш народ. И мы с честью подхватили то, что начали делать вы в 2014 году. Я уверен, что вместе мы, русские, поганой метлой выкинем с нашей земли любого врага. Ось це був Олександр Захарченко. Відео, до речі, ми взяли в наших колег з Радіо Свобода. І там у Криму вони заявили, що зробили структуру, яка інтегруватиме Донбас до Російської Федерації. Чи взагалі СБУ якось на це реагує, фіксує це, збирає ці матеріали? Однозначно. Больше вам скажу, по-человечески то, что я вижу эмоционально, тяжело сдерживаться. Если говорить сухими фактами, то еще с лета 2014 года этот человек и также другие так называемые лидеры, назначенные в Донецке и Луганске, в том числе и манипулируемые из Москвы, объявлены международный розыск. То есть люди, которые фактически являются преступниками. Поездка в наш аннексированный Крым, хочу сказать, не оккупированный, аннексированный. Окупованный, та потом аннексованный. Так, вот точно, так. да. То есть это еще более, скажем так, тяжелая позиция в понятийном образе. Так вот, нам говорили, опять же, российские средства массовой информации о том, что якобы украинские политики туда поехали. Ни один адекватный, уважающий себя политик, гражданин Украины, не выезжал в аннексированный Крым. Да, действительно, мы говорим о том, что несколько граждан Украины из Луганской и Донецка через территорию России въехали в аннексированный украинский Крым, участвовали в этих фейковых мероприятиях. К сожалению, действует стокгольмский синдром, и мы видели лица наших сограждан. Более того, все, что показывали нам на экране, это взято из российских СМИ, это пропагандистские ролики. Ні, до речі, те, що ми показували, це взято з Радіо Свобода. Ну, в любом случае, сама картинка, которая есть, то, что сейчас раскручивают в России, действительно, мы можем видеть то, что эти люди фактически, они загнаны в угол. Там нет никаких свобод. Наше главное достижение, что мы живем в демократически свободном обществе, можем говорить на любые темы. Вы представьте себе ваш канал, работающий в Крыму. Да? Ну, и мы знаем, чем это закончилось. Да, чем это закончилось, мы помним. Здесь же мы с вами можем нормально говорить на русском языке. Мы с вами патриоты русскоговорящие, мы любим Украину. Если говорить о факте совершения преступлений, к
Все, что там происходило, мы фиксируем. Более того, по иностранным гражданам, которые незаконно въехали на территорию Крыма, по ним уже есть решение Службы безопасности Украины. Василий Грицак об этом уже сказал. Уже 5, скажем так, гражданам Сербии и Чехии дан запрет на 5 лет. Будем дальше Заборона на двигаться. в'їзд в Україну мається на увазі. Так. То, что можем сделать сейчас по закону. Дальше будем мониторить, используя не только открытые, но и закрытые источники информации, проверять другие данные по тем, кто въезжал незаконно на территорию аннексированного Крыма, и будем действовать. І от звідси ми перейдемо до заборони на в'їзд. І щодо співачки Самойлової, яку Росія хоче бачити і відправляє у Київ на Євробачення. Вчора Василій Грицак повідомив, що начебто є рішення, проект рішення, але він його ще не підписав. Чому? Василий Сергеевич дословно, немножко корректнее скажу, извините, сказал следующее, что мы подготовили документы на запрет. На обоснование юридическое. Да, запрет въезда гражданкой России, женщиной с инвалидностью, которая незаконно въезжала в Крым. Более того, она выступала под флагами Российской Федерации в нашем Крыму. Но принимать решение будем не мы, но я уверен в том, что это решение будет сделано в ближайшие дни. Мы будем действовать в рамках закона. Хто буде приймати рішення? Я не хочу сейчас комментировать эту информацию. Я лишь добавлю. Для всех закон один. Мы понимаем, что эту девушку используют фактически технологии российских спецслужб, вообще российские технологии. Я называл ее живой бомбой, на самом деле, и в пропагандистской она, войне. к сожалению, представьте, как она страдает. Она же понимает, что она является этим инструментом. Она человек. Юрій, я не розумію, чому ви кажете, закон один для всіх, але ми за законом маємо її не впустити. Але ви кажете, що це рішення хтось буде приймати. Якщо закон один для всіх. В рамках своей компетенции подготовили документы, соответствующее лицо будет принимать решение. Я бы не хотел сейчас комментировать, называть это имя. Це від президента залежить? Но я вместо Юрия могу, может быть, не может это сказать, но по моей информации все-таки это решение будет приниматься на Банковой. И я все-таки надеюсь, что те вот эти варианты, собственно, один вариант, который вы предлагаете, будет рассмотрен и принят. Но потому что просто я раньше работал долгое время в России, я примерно представляю, чего они хотят. Они хотят, чтобы въехала эта девушка, ну, там, хотя бы в аэропорт въехала, а еще лучше и совсем на Евровидение попала, да? С ней приедет 10, 20, 30, 40 пропагандистов, которые будут тут снимать сюжеты про фашистскую Украину, про то, как тут ненавидят людей с ограниченными возможностями, потому что она русская и так далее, и так далее. Я просто, пользуясь случаем, даже, может быть, не как ведущий этой программы, но как человек хочу сказать, что ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя допускать даже ее появление в Украине, потому что это уже будет часть сценария, который написал Кремль, который даже формальных выборов артиста на Евровидении не проводил. Юрій знову нотує, ти бачиш, буде передавати твоє прохання. Ну, мне кажется, я надеюсь, что это и так понятно компетентным нашим органам, потому что мы не должны играть в сценарии пропагандистской войны, в которой эта девочка, она именно живая бомба пропагандистской войны. Вы сейчас вошли в очень тонкую такую тему. На самом деле, повторюсь, я когда-то тоже в эфире у вас говорил о том, что мы участвуем в гибридной войне. Есть 4 составляющие. Военная, политическая, экономическая. И мы говорим о банках, которые присутствуют здесь с российскими капиталами. И, конечно же, самая главная составляющая – это информационная. Многократно российские технологи цитировали Геббельса, говоря о законе предшествования. Вот сейчас они пытаются ввести пресуппозицию, создавая свой информационный стол, і далі затягують нас на цей стол. Хочу ще одну тему. В нас залишилося 2 хвилинки, але ми не можемо цього обійти. Віктор Медведчук, представник України в гуманітарній підгрупі, вчора дав інтерв'ю російському виданню «Комерсант». І от що він сказав саме про позицію, хто, коли, що має, коли Україна має отримати над кордоном. Давайте почуємо цю цитату.
Согласно Минским соглашениям, контрольная граница начинает устанавливаться в первый день после выборов местных на этих территориях и заканчивается после утверждения реформы через Конституцию Украины путем внесения изменений в Конституцию и вступления их в силу. Ничего подобного нет даже и приблизительно, поэтому разговор о контроле за границей означает только одно – это очередной повод, причем необоснованный, примитивный для невыполнения Минских соглашений. Тобто Віктор Медведчук каже, що в мінських домовленостях прописано, що спочатку вибори і зміни до Конституції, потім Україна має отримати контроль над державним кордоном. Знаете, я тоже сегодня давал комментарий этому же изданию или средству массовой информации российскому. Могу сказать, что если мы говорим о том, что это наша территория, то невозможно с нами говорить с позиции силы. Это логично. Есть минские договоренности, есть пункты. И мы сделаем все, чтобы выборы проходили справедливо под контролем украинской власти. Спочатку вибори, потім кордон. Чи кордон, под потім контролем вибори. зеленых человечков, я договорю, подобно, не дай бог, которому проходил референдум, так называемый референдум в Крыму. Это наша территория по правовладению. Это наша территория, которую мы никому не отдавали, ни Крым, ни Донбасс. Если говорить о выборах, конечно, выборы будут только проводиться под контролем украинской власти. І ця норма є в мінських В домовленостях? Минске вообще не прописано, что идет зачем. Есть порядок пунктов, которые нужно выполнять, и мы со своей стороны их выполняем. Дякуємо, почули. Спасибо вам. У нас был нашим последним гостем в нашем сегодняшнем эфире программы «Бегун» Юрий Тандит, советник главы СБУ. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До следующих встреч каждый день на телеканале АТР.